ходе встречи с прибывшей из РСО Алании делегацией на празднование 13-й годовщины признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерации президент Анатолий Бибилов отметил, что сегодняшний праздник общий для всего осетинского народа. Было отмечено, что 8 августа мы вспоминали жертв грузино-осетинской войны, наших защитников, которые сложили за мирную свободную жизнь свои головы. Та трагедия, которая была 8 числа, 8 августа, она всегда останется раной на теле нашей Осетии, Южной Осетии, в частности, южной части Осетии. Ну а то, что сегодня мы празднуем фактически праздник исторической победы, исторической справедливости, это, конечно же, благодаря Российской Федерации, благодаря руководителям Российской Федерации. Мы можем себе только представить, насколько это было решение сложно принять, исходя из того давления мирового сообщества, которые в той или иной мере поддерживали Грузию. И не то, что поддерживали, но помогали, чтобы вооруженные силы Грузии были оснащены, подготовлены. И все это, без сомнения, делалось для того, чтобы напасть на Южную Осетию. Михаил Саакашвили сам говорил, что заручился поддержкой своих кураторов. Если это не пойдет по тому сценарию грузинскому, который они запланировали, то они обещали ему помочь и политически, и самое главное, военной составляющей. Но как бы там ни было, сегодня мы без сомнения благодарны Российской Федерации за то решение, которое было принято. Благодарны не только за это решение, но и за дальнейшую помощь, которая оказывается сегодня Южной Осетии. В мирное время народ Южной Осетии строит свое будущее. На глазах преображается город, строятся объекты социально значимого характера, школы, дороги, жилые дома. И это не может не радовать. Глава государства поблагодарил Казбека Фриева, который 13 лет назад в тяжелое для республики время находился здесь. Он был старшим воинским начальником миротворческих сил от РСО Алания. Здесь я хочу, уважаемые коллеги, особо поприветствовать Фриева Казбека Николаевича, который в эти тяжелые годы находился здесь, был моим непосредственным руководителем. Именно 8 числа Казбек Николаевич лично мне ставил задачи, те, которые я выполнял. И, конечно, с вашего позволения, я бы хотел сегодня сказать огромное спасибо вам, Казбек Николаевич, как человеку, который непосредственно в этот момент здесь находился и отдавал распоряжения по защите города Цхинвал, Республики Южная Осетия в целом. Я благодарен, конечно, нашим братьям Северной Осетии, которые не только в 2008 году, но за весь период, начиная с развала Советского Союза, всегда были рядом, всегда помогали абсолютно во всем, начиная от продуктов питания, заканчивая финансовыми средствами. Мы прекрасно помним, что не было денег на то, чтобы простые люди получали заработные платы. И только благодаря усилиям Северной Осетии эта возможность у нашего народа была. Я всем хочу сказать огромное спасибо. Председатель парламента РСО Алания, руководитель делегации Алексей Мачнев поблагодарил президента за теплый прием и от имени временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Миняйло поздравил народ Южной Осетии с этим замечательным праздником. Это праздник, это не просто красная дата в календаре, а это праздник, что называется, со слезами на глазах. Он выстрадан, он заслужен, его отстояли, защитили. Я думаю, что народ Южной Осетии заслужил то, чтобы сегодня отметить, отпраздновать, но в том числе сказать о тех достижениях, они наверняка есть, вы сказали об этом, и мы это тоже видим, пусть визуально, но видим, о тех достижениях, которые за этот период уже состоялись, и убежден, что впереди еще светлое, хорошее будущее, много будет сделано. Мы рядом с вами, и наши пожелания сводятся к тому, чтобы был мир, было спокойствие, было благополучие, а мы вместе занимались созиданием, сеяли хлеб, обучали детей, уважали наших старших, наставляли молодежи.
Анатолий Бибилов также поблагодарил депутата Государственной Думы Артура Таймазова за приезд и желание отметить знаменательную дату с народом Южной Осетии. Зная плотный график ваш, у вас сегодня идет активно предвыборная кампания, и понимая, что вам надо ездить встречаться с избирателями, вы все-таки нашли время для того, чтобы посетить свою, в принципе, если так взять, историческую родину, поддержать своим присутствием и поздравить народ Южной Осетии. Наверное, это очень важно для нашего народа. В то же самое время хочу вам пожелать успехов в той кампании, где вы сегодня участвуете, в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Я вам желаю успехов и дай Бог, чтобы та работа, в принципе, которую вы провели в течение последних лет, будучи депутатом, чтобы она не ушла куда-то, а нашла свое продолжение в дальнейшем. Я думаю, так и будет. Желаю вам в любом случае этого. И еще раз хочу выразить слова благодарности за то, что вы сегодня приехали поздравить народ Южной Осетии. Разделяйте с нами эту радость. Здесь нужно отметить, что вы постоянно во всех мероприятиях, если не бывает возможности, обязательно звоните или присылайте адреса. И сегодня ваш приезд, он тоже не первый приезд сюда в Южную Осетию. У вас много заделов для молодежи Южной Осетии, много помогли молодежи Южной Осетии. Я думаю, что вот этот позитивные шаги, которые вы делаете по отношению к народу Южной Осетии, к его молодежи, они дадут свои плоды, и мы получим действительно тоже хороших спортсменов, олимпийских чемпионов. И в этом, без сомнения, есть ваша заслуга. Артур Таймазов отметил, что приехал в Южную Осетию с большой радостью и считает, что сегодняшняя праздничная дата вписана в историю осетинского народа золотыми буквами. Я приехал в Южную Осетию, я говорю всегда в единую Осетию с большой радостью. Я поздравляю весь осетинский народ с сегодняшним знаменательным днем и хочу пожелать всем успехов, спокойствия. Самое главное в жизни, чтобы мы друг друга любили, ценили и дорожили. Осетинский народ, он единый народ. Поэтому мои поздравления. В Южную Осетию приехали делегации общественных организаций. Анатолий Бибилов отметил, что 26 августа для нас важная дата, потому что наш народ живет и верит в завтрашний день. Благодаря этому судьбоносному решению. Ирсунодем из Ирентекена Дихкена, Шагот Ирстум, Хусар Ирстум. Ше Федебетебуев той Шосодем, Архостуй Сесер, Ирсуну Сервелтов, Вистер Зельжиноду. Фалем Мауфтакесе, Хауше, Авирко Ховерте, Жагал Нафиста, Абум Мохнасон Кенем, Бун Кашина, Вараса Хишов. Баноматто почоходу. Бузен мефенде шудельтер ветеран таиса смахабун кайвдисентесту. Эудун каштевдестан кашета архайтуй арстуй кашедесте илме хамаданиме шней лахишина бирестина. Апонкай номей марбазышта. Потому что ветеран-то вымпел. Ешардар штар шалом-то что-то арфатиме. На Ардам Рубавича, Попов Валерий Владимирович, Дарив Амудиш, Аштамаж Диш, я Хадивак Силантьев Владимир Константинович. Манун Тынгжарда Панафата, Канс Иронадам Тынг, Варжинс, Валдайдарта, Бесланысы, Пагзинадыр Сади, Иронадам Сабалахар Сади. Умефаштама, Удон Майнсмах, Тугейдер. Удейдер, Жардейдер, в Шимарта аманам потом кашинс. Ма ойфадыл мақтар арфаканам, ма асы жақыл, ирон жақыл, хашкутник оларсова, фалазы каразимадар арфакан мақутса, каразия набун варжон шаламдатын туда, ой тынграз жақтай дихканына, чина дихкан, ой ирон адам мамагашкана варж.
хушары сагатай юлдар штамню. Ойма магашка иронадам. Шар фулдар хай. Амбарнс. Ама рай шумбунам сахорж анқалмакашы. Хоршта зурнуйма баюз штам талрастаджи. Магашка. Ой нажарда танган ма юмеак сарде яфта шадаж матина фадалт фарнима куцарам савну сахорзиян балвар. Афта ми махандар тангшыж гому абун амовун офаршма. Ма афтит жинжаманты карази фаршма. Ма халхаттар балом фалама сарды бонтыдар хорзинатты митак алу бондар карази фаршма. Куам шлодыштам мамайфылдар юзинат каниккам. Одного цыган ахсаубын махай амончендерадын новой. Гости отметили, что осетины – единый народ, мы братья по крови, и мы не делим Осетию на север и юг. Алена Утаева, Айда Кочева, Тамерлан Кустраев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.